Более 50 лет, с середины 20 века и до сегодняшнего дня, наша республика является полигоном для проверки на выживаемость, экологии и человека. Например, наши земли цинично используются для сбрасывания ступеней ракет. Читаем последние новости из области российского космоса. 27 июня 2023 года ракета-носитель «Союз-2.16» стартовала с космодрома «Восточный». Обломки отделяющихся частей космического корабля приземлятся в лесах Алданского, Алекминского, Вилюйского и Верхневилюйского районов. И таких ракет ежегодно Россия отправляет в космос порядка 20. Каждая из них выкидывает многотонный балласт из ступеней буквально на наши головы. И никому и в голову не приходит позаботиться о здоровье людей, на чьей территории падают опасные радиоактивные части. А последствия этого, увы, не исчезают бесследно сами по себе. Сообщение ТАСС. Сегодня в 5 часов 30 минут по московскому времени в Советском Союзе, в Якутской АССР, произведен подземный ядерный взрыв мощностью до 20 килотонн. Сейчас уже каждый житель республики знает, что на нашей территории с 1974 по 1987 год 20-го столетия было произведено 12 подземных ядерных взрывов. Советские ученые стыдливо называли эти ядерные взрывы мирными или же промышленными. Но мы получили настоящее загрязнение продуктами ядерного деления. Мирным это назвать никак нельзя. Ядерный взрыв Кротон-3 мощностью 22 килотонны стал самым неудачным из всех. Взрыв прогремел 24 августа 1978 года в 40 километрах восточнее Айхала, на глубине 577 метров на берегу реки Марха, где ниже по течению располагаются поселки с людьми. Следует особо подчеркнуть, что скважина для взрыва была заложена там, где недопустимо проведение каких-либо ядерных испытаний из-за трещин, вкраплений льда и горных пород с разной степенью водопроницаемости. Жители узнали об этом взрыве только через 12 лет. Все это время правительство и чиновники замалчивали катастрофу. Сейчас мы знаем, что Минатома, СССР, после аварии покинул объект, не предупредив население поселка Айхал и жителей поселков, расположенных вдоль реки Марха. Была попытка провести рекультивационные работы. В могильник глубиной 2,5 метра были захоронены загрязненное технологическое оборудование и грунт, снятый с промплощадки. Сверху могильник был засыпан грунтом и окружен обваловкой. Часть техники и оборудования, не уложенные в могильник, мылись прямо на площадке с большим количеством солярки, а затем затаскивались на песчаную косу реки Марха. Остатки грязи смывались в реку. Последующие экспедиционные работы установили, что обваловка, защищающая могильник, местами смыта. Снятие слоя почвы с территории 5000 квадратных метров усилил вынос радионуклидов и их миграции по склону в речную систему. Работы на самом следе в рыжем лесу не проводились. Количество радионуклидов в почве, растительности и других объектах окружающей среды на территории следа превышало естественный радиационный фон. Первые исследования провели в 1990 году. Они показали, что в почве леса содержалось 20 раз больше плутония, чем в почве Нагасаки. Начиная с 1994 года в селах, расположенных на реке Марха, велись выборочные обследования взрослого и детского населения на предмет зобной эндемии. Выяснилось, что больше 55% жителей этих сел больны тяжелой степенью. Второй неудачный взрыв был произведен 2 октября 1974 года в 2,5 километрах к северу от поселка Удачный. Планировалось таким образом соорудить хвостохранилище для удачнинского ГОКа «Алроса». Жители поселка о планируемом взрыве не знали и, основываясь на слухах, на время покинули поселок самостоятельно. И правильно сделали, потому что радиоактивное облако накрыло поселок. На месте взрыва образовалась воронка, которую накрыли саркофагом только через 18 лет, а в поселке установили информационное табло с показателями радиационного фона. В 1993 году в пробах, отобранных у основания холма и в мертвом лесу близ Удачного, специалисты-радиологи обнаружили различные радионуклиды. Концентрация только плутония в 20 раз превышала фоновый уровень. В 2018 году жители города Удачный забили тревогу. Оказалось, что информационное табло было демонтировано. По их словам, за несколько дней до демонтажа табло вдруг стало показывать уровень радиационного фона, превышающий нормы в десятки раз.
Из Мирного прибыла комиссия с дозиметрами, которая после замеров в шахте поспешила удалиться. При этом в протоколе, составленном комиссией, даже заниженные показатели радиационного фона в шахте оказались в 2 раза превышающие допустимую норму. Компания «Алроса» на это промолчала. Не молчит только статистика заболеваемости. По всей республике в период с 1989 по 2013 годы онкологических больных стало на 50% больше. Число впервые выявленных злокачественных новообразований увеличилось на 30%. Количество диспансерных больных со злокачественными новообразованиями в этот период увеличилось более чем в 2 раза. Самые высокие показатели в Якутске, Миленгринском, Мирнинском, Ленском и Алданском улусах. Что же делает правительство и сам губернатор Николаев, чтобы возместить убытки, причиненные экологии и здоровью якутян? Ничего. Что говорить о радиации, если Николаев не собирается требовать возмещения убытков даже от загрязнения рек компанией «Алроса»? Еще в 2018 году на фоне выборов Николаев громко требовал у «Алросы» выплаты более 37 миллиардов рублей за нанесенный вред рекам Вилюй, Малая Бутовая и Ирилях. Однако, после его избрания все претензии неожиданно отозвались, а выплаты скукожились до 700 тысяч рублей. Тогда министром по экологии был его подельник Сахамин Афанасьев, которому тоже предъявлялись претензии за пожары 2021 года. Утверждалось, что его ведомство украло на незаконных тендерах более 100 миллионов рублей. Сейчас Афанасьев является депутатом Илтумань. Одним из неотъемлемых прав человека является право на благоприятную окружающую среду, гарантированное Конституцией Российской Федерации. Так, согласно статье 42 Конституции, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Как мы видим, данное право грубейшим образом нарушается. Помимо экоцида, причинения природе несоразмерного вреда, здоровье якутян подвергается негативному воздействию. Вместо того, чтобы озвучить проблему и работать с ней, она замалчивается. Причинение вреда здоровью не исследуется и, соответственно, не компенсируется. Богатства якутской земли принадлежат ее жителям. Жители вправе требовать соблюдения законов. Жители вправе требовать возмещения всех потерь, всего ущерба. А еще мы вправе потребовать у всех нарушителей природоохранного законодательства запрета на деятельность. Круговая порука мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза, а чувствую взгляд. Где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат. Скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованные одной цепью, связанные